Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Клянусь Аполлоном врачом. 103 выпускника Сухумского медицинского колледжа принесли клятву Гиппократа. Ситуацию может исправить отдельная государственная программа поддержки диабетиков. Пресс-конференция общественников Варсмира. Абхазский танец в исполнении ансамбля российской армии. Коллектив имени Александрова выступил в День России с концертом для военнослужащих Минобороны Абхазии. Нашлись родственники 3 участников Великой Отечественной войны из Абхазии, которые не получили свои заслуженные боевые награды, ордена славы 2 и 3 степеней, рассказал спутник военный историк Николай Медвенский. Уже отозвались родные 3 из 12 людей из нашего списка. Это родственники Ермолая Адлиба, Джоты Бжани и Петра Гогуа. Мы выяснили, что Адлиба был из села Утап Ачимчирского района, Гогуа из села Губ, тоже Ачимчирского района. Место рождения Бжани – село Мгудзархуа Гудаутского района, отметил он. А Ермолая Адлиба также известно, что он погиб на войне и детей у него не было. К сотрудникам Музея боевой славы, который проводит поиски близких этих людей, обратился его внучатый племянник. Энергетика. 14 июня около 13:30 на Энгургэс произошла аварийная остановка генераторов, сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго». Без подачи электроэнергии остались Галский, Ачимчирский, Гулрыбский, часть Сухумского и Гагарского районов. В 14:36 системная авария была ликвидирована и подачу электроэнергии восстановили на всей территории республики. Вместе с тем Черноморэнерго информирует граждан о том, что во вторник, 15 июня, в связи с монтажными работами с 10 до 17:00 будут отключены электроподстанции Гудаута-110 и Новый Афон. Официальная хроника. Мактина Джинджолия назначена уполномоченным по правам ребенка. Указ об уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия подписал 14 июня президент Абхазии Аслан Бжани. Мактина Джинджолия – директор культурно-благотворительного фонда «Ашана», который успешно занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии. Коротко об эпидемиологической ситуации. По состоянию на 11 июня в Абхазии от коронавирусной инфекции привились 2772 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики. Согласно последнему сообщению оперативного штаба, за 12 июня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 177 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 15 756 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15 069 человек. Между тем, в России может начинаться 3-я волна ковид. Об этом заявил РИА Новости заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый. Отвечая на вопрос, можно ли считать нынешний всплеск заболевания коронавирусной инфекцией началом 3-й волны, Круглый ответил – возможно. При этом он добавил, что увеличение заболевших отмечается не во всех регионах. В основном в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. По мнению законодателя, сейчас трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше. Клянусь Аполлоном врачом. 103 выпускника Сухумского медицинского колледжа после 3 лет учебы принесли клятву Гиппократа. Поздравить молодых медиков в учреждение пришел министр здравоохранения Эдуард Будба. Обо всем по порядку Анастасия Никонова. Три выпускника Сухумского медицинского колледжа после 3 лет обучения дают клятву Гиппократа. Среди молодых медиков – фельдшеры, фармацевты, медсестры и помощники стоматолога. Выпускница колледжа Николь Бебия не только хорошо училась, но и была в рядах тех, кто в первые месяцы пандемии коронавирусной инфекции стал волонтером в Гудаутском ковидном госпитале. Я многому там научилась. Было очень тяжело, мы не спали, мы помогали. Каждый день были у этих кислородов, то есть все мы делали практически. Но как я повторюсь, я люблю свою работу, я готова спасать жизни людей. Мне это нравится. Помогать людям Николь продолжает и сейчас. По сей день волонтерит в ковид-центре, но теперь в Сухуми.
Где начнет работать, а профессия ее фельдшер девушка пока не решила. Сначала надо сдать экзамены, подчеркивает будущий медик. Мне нравится спасать жизни людей. Я люблю свою работу, и я очень рада, что я заканчиваю медицинский этот колледж. Я очень многому научилась, и многие люди меня многому научили. Многое рассказали, показали, и я буду этому очень благодарна. Директор медицинского колледжа Ната Тарба отметила, что Николь Бебия не единственная выпускница, которая встала на тропу борьбы с COVID-19. Более 20 молодых медиков стали волонтерами в ковид-госпитале. Всемирная пандемия, она не обошла нас стороной, но, как всегда, наши выпускники стояли в ряды передовых, так и наши студенты. Еще не медики встали в первые ряды рядом с нашими медиками. Первый зов, они были рядом. Я помню очень хорошо, это были мартовские дни, когда первые волонтеры ушли. Министр здравоохранения Эдуард Будба пришел поддержать будущих медиков и дать напутствие. По его словам, всем медикам страны надо работать одной большой командой. Тогда медицина в стране выйдет на новый уровень. И совершенно другой путь у вас будет уже в нашем медицинском сообществе. Вы будете профессионалами своего дела. Я хочу просто как врач, как хирург к вам обратиться и сказать: большая надежда на вас, на всех, потому что наши коллеги, врачи, медицинские сестры, кто бы чем ни занимался для медицинского сообщества, мы должны работать одной дружной большой командой. Тогда мы добьемся успехов. Поздравляю вас, желаю вам творческих успехов, чтобы все было у вас хорошо на вашем жизненном пути. Люди в белых халатах. И того вдарят. Самые главные слова в жизни медиков, клятву Гиппократа, выпускники произнесли хором. В них кодекс, мораль и принципы людей, которые каждый день спасают жизни. Все знания и силы охране и улучшению здоровья человека и лечению предупреждения заболеваний добросовестно трудиться там, где этого потребуют интересы общества. Клянусь. Клянусь. Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну. Клянусь. Клянусь. Скоро будущих медиков ждут выпускные экзамены. Министр здравоохранения Эдуард Будба сообщил, что планирует посетить медколледж и присутствовать на экзаменах. Эту новость студенты восприняли с воодушевлением. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатова. Ситуацию может исправить отдельная государственная программа поддержки диабетиков. Перебои с поставками инсулина, отсутствие государственной программы поддержки и другие проблемы абхазских граждан с сахарным диабетом обсудили в ходе пресс-конференции Варсмира. В ней приняли участие председатель общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» Алиса Шамба и координатор проекта «Диабет не приговор» Асида Адлиба. Подробнее Надежда Боровикова. Во всех развитых странах граждане с диагнозом сахарный диабет получают все необходимое для поддержания здоровья бесплатно и без перебоев. В Абхазии диабетики получают все необходимое в рамках программы льготного обеспечения лекарственными препаратами. Но это только на бумаге. На деле вовремя получить нужный вид инсулина, тест-полоски, снижающие сахар препараты – большая проблема. А в начале пандемии, когда все силы были брошены на ковид, диабетики Абхазии на полгода остались без жизненно необходимого обеспечения. Председатель общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» Алиса Шамба считает, что ситуацию может исправить отдельная государственная программа поддержки диабетиков. Мы именно по этому вопросу встречались в прошлом году с премьер-министром Александром Анкваб. У нас была рабочая встреча по этому вопросу. Был приглашен министр здравоохранения, конечно. Мы обсудили все вопросы, все проблемы. Но на сегодняшний день есть огромная проблема в этой связи, потому что есть огромные перебои в обеспечении людей этими препаратами, инсулином. То есть о глюкометрах, иголках и тест-полосках на сегодняшний день вообще речи не идет, потому что именно взрослое население людей с диабетом практически, можно сказать, вообще не получает сейчас тест-полоски. То есть инсулины тоже. Вот буквально недавно мы получили инсулины. То есть есть инсулин короткого действия, есть инсулин пролонгированного действия. То есть мы получили только один тип
инсулина. Стоимость препаратов и расходников для поддержки диабетиков довольно высока. Самостоятельно оплачивать такие суммы могут далеко не все, и зачастую люди просто экономят на собственном здоровье, что может приводить к серьезным кризисам и даже летальным исходам. Если все самому покупать, так скажем, то около 10 тысяч рублей нужно взрослому. Если это по программе, то считайте, что половина в принципе покрывается. Но это мы говорим о тест-полосках, о глюкометре. Если мы говорим о мониторинге, то 10 тысяч рублей в месяц мне обходится только мониторинг. Это такой аппарат, который устанавливается на руку и передает значение сахаров на телефон каждые 5 минут. То есть вот такой аппарат, он мне обходится 10 тысяч рублей в месяц. Если говорить о тест-полосках, тест-полоски в одной лежит 50 штук, да? Стоит 1200 рублей. 1200 это минимум. Это самый минимум. Вот считайте, если ребенку, да, или взрослому человеку каждые 2 часа надо проверять, какой огромный расход. Это, во-первых, очень бьет по карману. Не каждый может себе это позволить. И мы видим такую картину на сегодняшний день, когда перед человеком становится вопрос, экономить на своем здоровье, либо принести деньги своим детям, свою семью. В государственной программе поддержки диабетиков должны быть официально закреплены все нормы, начиная от того, сколько раз в день уровень сахара должен проверять взрослый, сколько ребенок, какой тип инсулина и в каком объеме положен тому или иному человеку. И даже диаметр иголки для проверки уровня сахара должен быть регламентирован, так как это имеет большое значение. И на самом деле деткам выделяют, да, государство в нужном количестве. Но встает вопрос, как происходит закупка, почему нужны акты определенные, допустим, что ребенку нужно такой-то размер. Иголки имеют разный размер. Вот у меня сейчас наглядно, просто если вам это видно, это 8, а это даже 5. Ребенку желательно 4 использовать, то есть она еще меньше. Так как ему нужно несколько раз в день делать укол, поверьте, вот эта разница в размере имеет значение. Да? Вот просто комфорт, да, для ребенка. У нас выдают 8. То есть самый большой размер. 6 и 8. То есть и потом родителям, что делают родители детишек, которым выдали эти 6? Они свои 6 дарят взрослым, передают, потому что им они не нужны. И за свой счет уже покупают иголочки поменьше. Общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» создана совсем недавно на основе инициативной группы граждан, которые так или иначе столкнулись с проблемой сахарного диабета в Абхазии. Со всеми чиновниками, от которых зависит создание программы для диабетиков, они уже встречались и, кажется, везде были услышаны. Тем не менее, принять данную программу в прошлом году и попасть в бюджет 2021 года не удалось. Теперь общественники надеются, что это произойдет хотя бы до 2022. Тем временем Асида Адлейба и Алиса Шамба получили поддержку ООН и Европейского Союза в рамках программы «Гражданское общество». «Диабет не приговор» – это первый проект их общественной организации. Нами была сейчас запущена работа школы диабета в городе Гал, в Гальской больнице. Это уже 3-я школа диабета в Абхазии. С января месяца запущена горячая линия для ковидных больных, которые с сахарным диабетом, либо те, у кого даже ранее не было сахарного диабета, но во время болезни ковидом он может возникнуть вообще какая-то просто временная проблема с сахарами, но при этом необходима дополнительная такая консультация с эндокринологом. Проект «Диабет не приговор» объединяет сразу несколько мероприятий, в том числе сессию тренингов для медсестер школ и детских садов или лагерь для детей с сахарным диабетом, который стартует 26 июня в Мюссере. Буквально скоро стартует мини-лагерь диабетический для детишек с сахарным диабетом. Проходить он будет с 26 июня по 1 июля, там буквально 5 дней, но главная задача, чтобы детки пообщались друг с другом, они увидели, как, допустим, такой же ребеночек, как и, допустим, я, делает также уколы, как это все происходит у других, вот это вот взаимодействие у них. И плюс для родителей там будут очень интересные занятия. С России будут приглашены спикеры. Анна Кормилец, который расскажет о
искусственной поджелудочной, о всех новинках в мире гаджетов, касаемых сахарного диабета. Точной статистики нет, что само по себе проблема, но ориентировочно 2000 человек в Абхазии являются инсулинозависимыми. Из них только 20 детей находятся на учете. Эти цифры отражают действительность примерно на 1/3, а то и меньше. Во многом потому, что в Абхазии нет специализированной программы поддержки диабетиков, и многие предпочитают стоять на учете в России, где работает государственная программа и есть реальная поддержка. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Информация спасательного ведомства. 13 июня был локализован и потушен пожар в здании кондитерской фабрики столицы. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в воскресенье в 11 часов 15 минут. Огнем была охвачена вся кровля фабрики и несколько помещений. В тушении пожара задействовали 6 пожарных расчетов, 2 спасательных отделения ПСО города Сухум, сотрудники медуправления МЧС Абхазии, а также одно пожарное отделение погрануправления ФСБ России в Абхазии. Оперативно пожар был локализован и потушен. Следом провели тщательную проливку здания фабрики. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Водолазы ГИМС МЧС Абхазии обнаружили и извлекли со дна Черного моря мину времен Отечественной войны народа Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт МЧС Абхазии. В течение 3 часов специалисты обследовали придонную территорию, прилегающую к месту обнаружения находки, чтобы исключить наличие подобных взрывоопасных предметов. Извлеченная мина была передана саперам российской военной базы для дальнейшей ее утилизации. А в Ткварчале провели плановые учения пожарно-спасательной части. Слово нашим коллегам из пресс-службы МЧС. Плановые учения пожарно-спасательной части прошли в городе Ткварчал. На первом этапе учений отрабатывались практические навыки при ликвидации дорожно-транспортного происшествия. Необходимо было в максимально сжатые сроки ликвидировать возгорание, при помощи гидравлического оборудования разрезать кузов автомобиля, извлечь пострадавшего и отправить его в лечебное учреждение. Следующий этап учений предполагал ликвидацию пожаров в многоэтажном здании в черте города. Согласно легенде, огнем были охвачены 3-й и 5-й этажи. Необходимо было также эвакуировать пострадавших. Пожарные расчеты при помощи рукавов проложили временную магистраль для подачи воды. Огонь также тушили при помощи пожарного лафета. Для эвакуации пострадавших использовалась высотная лестница, установленная на спецавтомобиле. По словам министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Льва Квициния, личный состав в целом справился с поставленными задачами, проявив достойный профессиональный уровень. Следующие учения в городе будут более сложными за счет расширения тематики водных и увеличения числа задействованной спецтехники. Еще раз о знаменательном событии. 12 июня, в День России, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя труда Российской Федерации и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства за 2020 год оперная певица, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Хибла Герзмава, ставшая лауреатом Госпремии за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства, получила награду из рук президента России Владимира Путина. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вручения золотых медалей Герой труда Российской Федерации и государственных премий Российской Федерации. Герзмава Хибла Леварсовна. За вклад в развитие оперного искусства. Государственная премия присуждается Хибле Леварсовне Герзмава, обладательнице чарующего тембра голоса и актерской индивидуальности.
Она мастерски исполняет как сложнейшие партии оперного репертуара, так и джазовые композиции. Входит в число наиболее востребованных российских певиц. А служение в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко Хибла Леварсовна успешно сочетает с гастрольной, педагогической и благотворительной деятельностью. За вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства Государственная премия Российской Федерации присуждена Герзмава Хибле Леварсовне, певице, ведущему мастеру сцены Московского академического музыкального театра имени народных артистов Станиславского и Немировича Данченко. Уважаемый Владимир Владимирович, я благодарю вас за такую высокую оценку моей профессиональной деятельности. Я горжусь тем, что я народная артистка великой страны России, народная артистка Республики Абхазия, где я родилась. И сегодня, получая государственную премию из ваших рук, я с еще большей гордостью продолжу свой музыкальный путь. Я бесконечно счастлива, что у меня лучшее образование в мире, и получила я его здесь, в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, где теперь уже и сама преподаю. С особой любовью уже почти 30 лет я служу в музыкальном академическом театре Станиславского и Немировича Данченко и с огромной радостью представляю нашу страну в первых оперных театрах мира. Для меня очень важно, что музыкальные традиции России живут и обогащают мировую культуру. Ваша Хибла Герзмава. А как она пела на закрытии Олимпиады в Сочи, вы только вспомните. Телекомпания «Абаза ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава в связи с получением Государственной премии Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. Желаем ей неизменных творческих успехов, вдохновений и, конечно же, крепкого здоровья и благополучия. Абхазский танец в исполнении ансамбля российской армии. Российский военный музыкальный ансамбль имени Александрова выступил в День России с концертом для абхазских военнослужащих в Гулрыбском доме культуры. 2 часа артисты пели, танцевали, играли инструментальную музыку и даже исполнили абхазский танец. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Не только военно-патриотические композиции исполняют музыканты ансамбля имени Александрова. По словам худрука Бориса Борейко, репертуар артистов включает и классику, и эстраду. Чтобы доносить основную патриотическую мысль, ансамбль пользуется самыми разными жанрами. Наша задача – это работа с молодежью. Прежде всего, привлечение молодежи к вниманию молодежи к произведениям патриотического характера. А как вы понимаете, сейчас уже другой мир, другое время. И, естественно, хочется новым языком, но рассказывать именно про наше вечное и наше классическое. Ансамбль Александрова, приезжая с гастролями в Республике России и за рубеж, включает в свою программу национальные песни или танцы того региона, где выступает. Перед поездкой в Абхазию артисты разучили абхазский танец. Так, по словам Бориса Борейко, работает объединяющая сила искусства. Мы всеми силами стараемся, чтобы музыка объединяла. Почему говорят, что ансамбль Александрова – это поющее оружие?
Именно потому, что мы не хотим воевать, мы хотим, наоборот, сложить это оружие для того, чтобы люди просто слушали песни, смотрели танцы. И в этом, в общем-то, наша задача. Артисты ансамбля имени Александрова в Абхазии не впервые. Они любят приезжать в нашу страну. По словам администратора, все дело в радушии и гостеприимстве, с которым их встречают у нас. Артист – это вот вышел на работу, работает, дает нам определенную атмосферу. А все остальное оказывается за кулисами. То есть человека нужно привести, накормить. Казалось бы, это все за кулисами, но это настолько кропотливая и огромная работа, от качества которой зависит качество артистов выступления на сцене. То есть, если все это хорошо организовано, соответственно, артист все это дает зрителю, все это в атмосферу сюда. Еще раз вам огромное спасибо за теплый прием, за встречу. И даже поделюсь секретом, как только они узнают, что нужно ехать сюда, каждый рвется сюда. Возьмите меня, ну возьмите. Потому что настолько теплый и дружественный прием. И каждый артист пытается приехать именно сюда. Спасибо вам огромное. Как рассказал Олег Арышба, статс-секретарь, заместитель министра обороны Абхазии, концерт в Гулерическом доме культуры прошел по просьбе Министерства обороны республики. Основная цель ансамбля была выступить перед российскими военнослужащими на 7-й военной базе в День России. Наши гости прибыли с концертной программой для военнослужащих Российской Федерации. Они давали праздничный концерт на 7-й военной базе. И вот мы попросили их, обратились к ним с просьбой и для абхазских военнослужащих дать вот такой концерт. Песни военных лет, советские патриотические композиции, классику, народные танцы и современные песни собственного сочинения исполнили артисты академического ансамбля российской армии имени Александрова в Гулерическом доме культуры, порадовав абхазских военнослужащих. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Июня на Абаза ТВ 4-й выпуск авторского проекта Эльвиры Арсали «История одной картины». Он посвящен работе Георгия Гуля «Портрет отца». Георгий Гуля – известный абхазский писатель, общественный деятель, публицист, был интересным художником. Он посвящает своему отцу Дмитрию Гуле повесть об отце и при жизни создает несколько его портретов. Портрет отца Георгий Гуля написал в 1943 году. В начале своей книги «Повесть об отце» он напишет: «Я хочу знать о нем больше, чем просто об отце». Проект реализован при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшара и компании «Аквафон». В истории так часто бывало, что интересные писатели или поэты были еще и замечательными художниками. Либо их литературный дар дополнялся таким художественным, когда они делали иллюстрации или зарисовки к своим произведениям. Таким был Максимилиан Волошин, очень интересный художник, основатель Кемерийской школы пейзажа, куда, кстати, входил и наш художник Александр Шервашидзе во время своего пребывания в Крыму. Таким был Экзюпери, создатель своего культового произведения «Маленький принц». Его зарисовки, его иллюстрации сегодня являются неотъемлемой частью этого произведения. В истории абхазского изобразительного искусства таким был Георгий Гуля, яркий общественный деятель, писатель, талантливый журналист и очень интересный художник. Сын основоположника абхазской литературы, абсолютно уникального человека XX века, который внес огромный вклад в культуру, в историю, в литературу. Всю жизнь, находясь в такой вот глубокой родственной, эмоциональной связи со своим отцом, он посвящает ему одно из лучших своих произведений – «Повесть об отце», и делает при жизни несколько его портретов. Проект «История одной картины», посвященный работе Георгия Гуля «Портрет отца», смотрите в нашем эфире после выпуска новостей.
Конференция Фонда «Женщины за развитие» на тему перспективы развития IT и Digital в Абхазии, повышение роли женщин в технологичных профессиях состоялась в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». В ходе встречи с молодежью организаторы обсудили такие темы, как важность развития IT в Абхазии и вовлечение женщин в процесс развития цифровых технологий, IT-образования и повышения компьютерной грамотности населения. Студентов на курсы по направлениям IT и Digital будут отбирать по результатам анкетирования, так как организаторы планируют принять только тех, кому дополнительное образование действительно необходимо, и они способны будут освоить материал. В каждой группе будет от 6 до 10 человек. Чтобы каждый из обучающихся имел достаточное внимание преподавателей и получил не только сертификат, но и реальные знания. У нас будут такие программы, как компьютерная грамотность, 1С бухгалтерия, будет веб-дизайн, разработка сайтов, приложений, разработка игр, видеомонтаж и прочее, где молодые девушки получат, естественно, сертификаты. У нас будет анкетирование, с помощью которого мы сможем отобрать именно девочек, которые будут желать обучаться, а не получать образование для галочки, которые в будущем смогут получить знания в данной профессии. Курсы начинаются с 25 июня и будут длиться до ноября. Будут устроены в удобное время для работающих людей, учащихся людей. То есть в основном будут вечерние курсы, так как не всем будет удобно ходить днем или в обеденный перерыв. У нас есть 200 часов, за которые мы постараемся научить наших девочек каким-либо азам, чтобы девушки уже получили сертификаты и смогли работать. Участницы конкурса «Мисс и миссис Россия. Земля-2021» в рамках социального проекта по озеленению «Моя земля» посадили на набережной Махаджира в Сухуми саженцы османтуса душистого. 13 июня в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся финал конкурса красоты «Мисс и миссис Россия. Земля-2021». В финале конкурса участвовало 46 человек в возрасте от 18 до 60 лет из России. Одна участница была и из Абхазии. Конкурс проводился под эгидой Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты России при поддержке Министерства культуры Абхазии и администрации города Сухум. Звание «Мисс Россия. Земля-2021» завоевала 28-летняя Дарья Бондаренко. Корону в номинации «Миссис Россия. Земля-2021» жюри вручила 26-летней Юлии Никулиной. Премьера спектакля «Дорогая Памела» состоится в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 15 и 16 июня. Режиссер постановки «Дорогая Памела», заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии, режиссер драмтеатра Адгур Ковы. В спектакле играют сразу 3 поколения актеров Абхазского театра: Виолетта Ман, Майя Джикерба, Лаврик Ахба, Адкур Малия, Гарри Аджинджал, Лана Джопо, Гудиса Тодо. Русдрам представляет 21 июня 7-й международный фестиваль Фазили Искандера откроется итоговыми показами режиссерской лаборатории «Сандро». С 17 по 20 июня 4 режиссера будут работать с артистами театра над подстановкой 4 рассказов Фазили Искандера. Рассказ «Мула старого Хабуга» режиссер Антон Корнилов, «Тали. Чудо Чегем» режиссер Роман Лыков, «Утраты» режиссер Андрей Мани, «Игроки» режиссера Ленара Гадельщина. После просмотра мини-спектаклей пройдет зрительское голосование, оценка экспертов, в числе которых театральные критики России, деятели культуры и работники СМИ Абхазии. Эскиз «Победитель» будет превращен в полноценный спектакль в 2022 году. Спорт. Борис Богатели занял 1-е место в соревнованиях по самбо. Первых всероссийских летних спортивных игр среди спортсменов-любителей весовой категории 98+, которые прошли 12 июня в городе Кисловодске, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Борис Богатели – 2-кратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, 3-кратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена Акзапша 3-й степени. Молодые борцы Омар Хашик и Леон Малия заняли 1-е и 2-е места в межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юниоров, который состоялся в Ставрополе с 11 по 13 июня и был приурочен ко Дню России. Абхазские каратисты завоевали 13 медалей в ходе открытого первенства Республики Крым по карате Кёкюсинкай Кумите среди детей, юношей, девушек, юниоров и юниорок.
В первенстве принимали участие 300 спортсменов из Республики Крым, Дагестана, Чеченской Республики, Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Абхазия. Сборную команду Республики Абхазия представляли 22 спортсмена из города Сухум, Гулрыбского и Ачимчирского районов. На счету сборной команды 4 первых, 5 вторых и 4 третьих места. Наши спортсмены Артур Минасян, а также отец и сын Николай и Петр Стороженко одержали победу на открытом чемпионате Европы «Олимпия-7» по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, который прошел с 8 по 10 июня в городе Сочи. В соревнованиях принимали участие спортсмены всех возрастов из регионов России и зарубежных стран. В Сочи презентовали новый экскурсионный маршрут по местам съемок знаменитых советских и российских фильмов, снимавшихся в Абхазии, сообщает «Вести Сочи». В том числе по индивидуальному запросу на джипах туристов могут отвезти на Гекский водопад, где Шерлок Холмс боролся с профессором Мориарти. Заказать такую экскурсию можно будет путешествуя на туристическом ретро-поезде «Сочи», который курсирует по маршруту Туапсе, Сочи, Гагра и сам уже стал достопримечательностью. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 15 июня, в Абхазии переменная облачность. Ночью и утром из-за небольших перепадов атмосферного давления температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18, днем до плюс 27. Температура морской воды плюс 19. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abazam.tv. До встречи!